Работа на сегодня завершена. Собственно говоря, время еще есть, мы второй ГЭП ледобуром проверим, где там хотя бы метровая глубина. А то в прошлый раз, где ставили, только 5 сантиметров выше морды была вода летом. А че я снегоходом-то не спустился сюда? Ладно, лениться не будем, оттащим. Добро. Ну что, бензопилу берем? Берем. Придется до дома донести, чтобы она растаяла полностью. На это потом. О, ледобур примерз. Зубчики прячем, прячем. Супер, прячем. Веревка к рукавицам пристывает. Рукавицы сыроваты. Ну что, поехали. Опа! Как не воспользоваться и не полетать новым квадрокоптером в морозик минус 10? Пришлось несколько раз включать функцию «следовать за мной». И все равно за снегоходом не успевает, теряет. Тем более, если начинаю мелькать там в деревьях. Появляются красные четырехугольники, и потерялся я. Приходится вручную догонять. Ну, что сделаешь? Китайский искусственный интеллект пока не дорос до этого. Летает, в принципе, нормально. Высоту поставил больше 120 метров. Спокойно забирается. Что только в туман куда-то залазит. Низкие облака. Ну, наша река нормальная. Вся во льду. Облака уже начинаются на высоте 150 метров. А так кругом тайга у нас. Ну и островки старых сенокосных угодий. Потихоньку, которые зарастают. Наш ГОП на этих лугах даже и не виден. Настолько он маленький. Тут в пойме реки больше смешанный лес. Елка, конечно, преобладает, но не так сильно, как в глубине тайги. Ну ладно, возвращаемся. Минут 20 полетал, заряда еще 70% сохранилось. Нормально. Правда, чтобы не повторять прошлых ошибок, я аккумулятор к квадрокоптеру за пазухой в целлофановом пакете привез. Так что по температуре никаких проблем не было. Я тут проехал утром, ну не знаю, 3, может 4 часа прошло. И какие-то абсолютно свежие следы. Прямо по моим следам. И следы-то крупные. Японский городовой. Вот это да. И вроде даже не один, а пара. Неужто волчара, блин? Не попадутся мне на глаза. Даже если оружие приготовлю. Хотя хрен его знает. След только мой. Машина отсюда за 2 километра остановилась. Может даже чуть-чуть больше. И те ребята сюда не ходят, они там болтаются. Они с собакой были. Кто это? Для лисы крупный след, мощняцкий. Ух, ружье что ли приготовить на всякий пожарный? Хватит лежать, давай сюда. Недавно один знакомый точно так же, говорит, за 20 метров волчара подбежал к их собакам и стал в лес уводить. Ну, но этот наглый волчара на глазах у человека за 25 метров оружие в руках. Ну, на, получай. Сдал. И хорошо, говорят, заплатили. Мощный след. Так четко пальцы, даже коготки отпечатались. Абсолютно свежий.
и пальцы в ту сторону. То бишь, получается, навстречу мне бежали. Ну, это где-то мы в упор разминулись. Ладно, раз так судьба сложилась. Так, ширина 10 сантиметров. Так, а длина откуда и считать-то? Где-то 11. Нормальный след. Четко видно, что две штуки бежало. Один вот с этого краю, а второй с этого краю. Ну, где-то у меня подозрение, в упор мы разошлись. В упор. Они вот до конца леса добежали и резко свернули в лес. Отпрыгнули буквально. Меня увидели. Большая вероятность, что меня увидели. Или почуяли, или услышали. Ну, что ж, ладно, ружье не буду собирать. Хотелось ружье собрать. Бог с ними. Хай живе. Ладно, не будем трогать ружье. Бог с ними. У нас, правда, 20 тысяч за волка дают. Бог с ними. Живите, ребята. Тем более мы разошлись. Они уже настороженные, хрен их возьмешь. Где они там усвистали? А сейчас бегать им ничего не мешает. Ну, интересно. У меня на лбу GoPro. Если бы я их увидел, я бы нажал, успел бы снять, но не увидел. Все-таки они, наверное, на звук среагировали. Не на мой силуэт. Ладно, темнеет. Время-то у нас короткое. День короткий, а я фонарика не взял. А в темноту попадать не Копенгаген. Так, а мне еще хотел озеро посмотреть. Глубины там какие. Так что едем к озеру. Гопу. Ну что, смотрим, откуда они появились, эти следы. Так, ладно. Мне надо ГЭП посмотреть. Бог с ними, с этими волками. Так, а где я спускался-то? Проскочил. Ну и ладно, дойдем. Так, ну что, лопата они нафиг нужна. Так, мои рабочие перчатки в лед превратились. Что я, без запасных что ли буду ездить? Во. Так, ну что, ледобур, копье. А, нафиг. А, нет, глубину мерять, копье возьму. Волки вообще-то ребята серьезные. Я один, их двое. Ай, с ним. Возьму на всякий пожарный. Вот развлечение будет, если на меня наскочат. Что-то я давно не мазал. Будете рисковать будете своими жизнями. Так, ну что, где спуститься-то? Так, белка. Еще белка. Следы. Ух ты! А там след по озеру. Ух ты! Шикарный след. Так, подойдем, посмотрим. Так, это литий. Ой! Край болота. Уху. Хи-хи-хи. Около этого куста тогда летом поймал карасей. Да, это авторитетное орудие, все ставится. Поэтому здесь и проверю, есть ли глубина. Какая лиса, след-то двойной. Так, для горностая крупноват, это типа норки. О, точно. Залезла туда. Так, ну край берега там тина и может даже изломала. Ладно, мы займемся промером глубин. Надеюсь, я не опоздаю. Темнеет быстро. Так, что далеко ходить? Куст
Ну, чуть глубже. К середине. Посередине. Ага. 86 сантиметров. У меня гумка сделана 60. Это 20 сантиметров. Толщина льда 13. На сантиметр толще здесь. Строго говоря, на пару дней это спокойно можно. Если этот куст ориентироваться. Что тут летом кишело, булькало. Но сходим дальше. Похоже, что это озеро, по крайней мере, в ближайшем месте не превышает метра. Вот интересно, как караси тут выживают. Но с другой стороны, раз норка тут бегает, норка без рыбы не бегает, не живет. Просто так бегать не будет. Так, ну ладно, дальше сходим. Вдруг там 10 метров глубина увидим. Или как на том ГП 2 метра. Супер яма. Ладно, копье. Подожди. Мы чисто следобуром сходим. Что она мелкая. И летом еще было, в принципе, понятно. Но интересно, глубина 1 метр. Если доила замерзнет, сантиметров 80 лед, там воды-то не останется. Так, ничего, проверяем. Понеслись по кочкам. Вот, тут и 80 нету. Тут, наверное, 60 сантиметров. Тут буквально 60 сантиметров. Эта морда даже не скроется. Ну что, если здесь нету, тут такая круглая часть озера, водоема. Гапа, короче. Если и здесь глубины нету, то вряд ли где глубина потом есть. Проверяем. О! Так. Копье далеко оставил. Но тут явно яма. Больше метра, по крайней мере. Вот отсюда метр где-то. Дна не достал. Ну, хоть будем знать. Я говорю, похож, такой круглый участок с крутыми берегами. Ладно. Мы сейчас на том первом ГПе проверим. Если ловится больше на мелководье, чем в глубине вообще ничего не попало, то если до сюда дойду, оттуда начну. Ну что, скоро стемнеет. День короткий. Каждый день на 7 минут короче и короче у нас. Глазом не успеешь моргнуть. Но мы южнее полярного круга, поэтому полной темноты у нас не бывает ночью. У нас 4 часа, но светло. Так, ух ты! Через час темнеет. Кстати сказать, я и не предупредил дома, когда приеду. Я только сказал, что засветло. А я могу засветло уже не попасть. Достаточно далеко ехать. Так, ладно, едем. Пока к снегоходу идем. Тут такая история. Темнеет и темнеет достаточно быстро. У меня опасность, если фара скажет, хрен выедешь. И снег все время потихоньку сыпет и сыпет. Вот я думаю, до следующего ГЭПа пробить дорогу или не пробить. 5 минут потрачу и назад.